Но времени мало, может быть, быстро скажу. Вот я там в конце только сюжета проснулся, как говорится, и нащупал такую больную тему о том, что в наших школах мы жили на границе с Казахстаном. У нас какое-то количество населения казахи были, татары были. И раньше, вот при Хрущеве, в 47-м, что ли, году, или 46-м, ой, при Сталине, получается, пардон, значит, даже казахские, татарские классы были. Потом через год-два все упразднили. И даже фонд, наверное, года 3 это был, потому что какой-то определенный фонд был татарской библиотеки, там, в библиотеке сельской, там, несколько полок казахской литературы, там, на казахском языке. А потом взять крт, как говорится, крт, и все, опять все, не знаю, без времени назвать или что. В плане отношения к национальному языку, культуре, да, без времени. И вот там, значит, мне вот всегда удивляло, а почему? Мы вот представления не имели, татары там жили, о казахах, об их истории. В кино только казах-фильмы видели что-то, да, урывками что-то. Амангельды Иманов там, да, потом Машук там, значит, еще что-то. Чохан Велиханов там не было, потому что он дореволюционный. Алибит Джангильдин, я, например, поехал в Аркалыке на практике в областной газете «Тургайская новь». Был на практике, и там съездил, и юбилей там, это как раз в Джангильдинском районе. Потом музей Ибрая Алтансарина, просветитель был. А почему нам нельзя было краткий курс? Вот, значит, пусть хотя бы... Вот мне она, извините, физика это до фонаря была. А меня заставляли на факультатив по физике ходить. А почему не было факультатива? У нас, я думаю, родители бы посылали бы детей, татар, казахов, там на факультатив, чтобы хотя бы историю своих народов после школы хотя бы изучали немножко. Мы в кино смотрели, мы на друг друга смотрели, мы совершенно не знали историю друг друга. Два народа на татарском краю села, мы дети играли, ничего представления не имели. Совершенно. Мусу Джалиль только казахи знали, а мы там что, вот знали, значит, Амангельды Иманова. Все, больше ни о ком мы ничего не знали. Сейчас открываются данные о том, что Дильмухамед Ахмедович Кунаев татарин был. Чтобы карьеру сделать, он потом все, я вот копался, нашел. Говорю, слава богу, хоть польза какая-то от татар была. Вот. Хотя в истории татары, купцы и просветители большую роль сыграли. И Алджас Сулейменов проникновенные строки написал про Казань. Казахи приезжали, учились, и для них это, знаете, Мекка своего рода была. Научная или какая, просветительская Мекка была. А потом советская власть почему-то все так старательно пыталась замалчивать вот этот факт, что татарская столица какую-то роль сыграла в просветительской миссии там. То, что наши муллы ездили, вот там, читаю историю Казахской ССР, учебник у меня есть, в этот Западно-Казахстанской области, в Ченгерлавском районе, племянник подарил там, значит, татарские муллы, они, значит, затуманивали народ. А то, что они несли свет просвещения, да, учили арабскому языку и письму, это не сказано ничего. Я надеюсь, вот сейчас составители учебников нашей государственной, родственного, близкородственного нам уважаемого казахского народа учтут, что вклад татар все-таки просветителей обязательно там должны хоть абзацем подчеркнуть эту роль-то. Вот я удивляюсь, а почему нельзя было, если у нас дружба народов, да, там где-то мир, жвачка, там мир, дружба, жвачка, а у нас такого нет, у нас жвачки не было. У нас бишбармак был вместо этот символ дружбы. Вот это не был у нас символ дружбы. Нет, он обычно людей, к сожалению, людей он этот разобщает это. Разобщает. А бишбармак, он с шурпой там нас всегда сближал. Мы на садака собирались без разницы, говорили на языке друг друга, понимали друг друга и с уважением относились к языку, к культуре друг друга. И мы в селе без разницы садака, так татары казахов собирают, казахи татар. Ничего, я даже помню, Канжагали ага, Абубакиров, как говорится, Рухшат Бусын, позвал меня, одну только родню собрал и меня позвал. И дал почитать мне, потом говорит, давай бата скорей. Значит, это, и все, бата, а потом, сами знаете, там уже угощал своих зятьев он там. Я, значит, говорю, я как у родственников побывал. Он говорит, нет,
ты лучше, чем у родственников. Да, действительно, у родственников там могут тебе что-то шпильку запустить, да, а здесь вообще было на высшем уровне, исключительно просто. Этот Кенжегали Ага, он замечательный человек был, отец его когда-то бригадиром был во время войны, он его оставил по броне и рядом, может быть, поэтому и тот выжил, потому что был замечательный специалист и человек. Вот. А дети уже не помнят об этом. Я бы приехал, он сказал бы, вот я прекрасно помню, наши отцы были дружны. Все, ничего казахского не остается. Настоящий казах, он должен помнить дела своих отцов, с кем дружил. Это уже считается, отчасти как бы тамыр считается. Нет, не соблюдаются эти традиции у нас. Приедешь, он на тебя смотрит сквозь тебя. Капитализм, что вы хотите? Когда наши родители были живы, они как-то по-другому с нами разговаривали. Сейчас приезжаешь уже, как отец в шутку говорил, приходишь, что халтанга карайт. Ну я с халта пришел бы, да? А почему я иду по селу, встречается, он мне даже говорит, приходи на чай. Нет такого. Даже свои татары не говорят. Ладно, я уж там с ними отдельно как-нибудь разберусь. А здесь вот казахи, это гостеприимный народ, это действительно у них в крови это гостеприимство. В другие места приезжаешь, незнакомые совершенно тебя казахи как родного принимают. А в своем селе уже своих жен боятся, что ли. Они не хозяева, что ли, в своей семье, в конце концов? Или они уходят от казахских традиций, не хотят их соблюдать? Они уже не казахи, что ли? Отдельно еще как-нибудь на эту тему. Вот у нас как родители говорят, казахи уважают, когда правду в лицо говорят. Если я что-то здесь не то сказал, мне прямо говорите без обиняков. Я это стерплю. И то же самое я имею право сказать в адрес казахов нашего села. Вот все время.